Меня зовут Жанна Муртазова, я мастер национальной одежды, свадебных платьев и платья в этностиле. Я заканчивала наш местный швейный лицей. После образования я пошла работать в ателье. В ателье я шила повседневную одежду. Потом я перешла в салон Изольды Григорьевны и последние 10 лет работала у нее. Тем самым я очень полюбила национальную тематику. И последние 7 лет работаю сама индивидуально с клиентами. Я смотрела, что это стало очень востребовано. Девочки стали одевать стилизованные варианты. И я захотела отделиться и начала индивидуально уже работать сама с заказчиками. Клиентов я наработала, большей части это через соцсети. Там я большей части представляю свои уже работы, где уже потенциальные клиенты и заказчики, просматривая мои работы, могут понять, идти ко мне, заказывать у меня или нет. Именно этно, потому что мне нравится вот эта скромность и сдержанность, то есть в национальной тематике она присутствует. Потом это красиво, если мы делаем расшивку, да, ручной труд, это мне очень интересно. Я рада, что стало интересно и людям. Многие заказывают под мероприятия, целыми семьями. Каждая вещь, конечно, она уникальна, она индивидуально подбирается под заказчика. Платья в национальном стиле, они сдержаны. То есть там идет стоечка или же под горлышко, да, обычно длинный рукав, максимум 4/4 рукав, платье, длина платья ниже колена или в пол обязательно. Украшается по желанию расшивкой с элементами орнамента, да, или же одеваем аксессуары, ремень национальный, там нагрудные элементы, и платье уже превращается в стилизованный вариант, да, такой этностиль. Человек, который может прийти ко мне, он может заказать от повседневного платья до свадебного платья. Спектр стилизация, стилизованный вариант, повседневная одежда, верхняя теплая одежда, пальто могу пошить, ну, естественно, остинская рубашка Ирон Ходон, черкеска, ансамбли могу обшивать, то есть ко мне еще и ансамбли обращаются, да. Естественно, с соседних республик тоже очень хороший поток идет ко мне через соцсети. Начинаю от рисунка, эскиза, моделирования, кроя, пошива, ручной работы, то есть весь спектр работы я могу сделать от и до. Если же в других местах кто-то это может делать пооперационно, я мастер, который сделает все от начала до конца, то есть от рисунка до пошива, кроя, то есть это все я умею делать. Самая кропотливая часть – это ручная работа, потому что больше времени она занимает. Там бусинка за бусинкой, это все вот надо расшивать и сидеть, усидчивость нужна, чтобы вот это все красиво сделать, аккуратно сделать. Данный элемент – это образец шапочки, да, на свадебном платье. Расшивается он вот такой различной фурнитуры. Это стразовая цепь, им расшивается контур шапочки. Дальше этот контур заполняется вот такой различной фурнитурой. Ну, в данном случае у нас присутствует жемчуг, камни, большие камни в больших элементах заполняются. И орнамент вот такой, он растительный, признак плодородия, да, и в национальной тематике он очень распространен. Данная шапочка, да, это все, естественно, ручная работа, и расшивается оно, ну, можно вот утром сесть и до вечера его закончить, если вот так сидеть. Естественно, работа кропотливая, нужна усидчивость и набитая рука. Ну, со временем, конечно, это все нарабатывается. Данный аксессуар для невесты, он чуть-чуть утратил, да, в связи с временем свою актуальность. Но для чего нужен? Это сумочка для аксессуаров невесты. Да, вот она одевается на пояс.
И невеста здесь может положить платочек, там, расческу, зеркальце, да, то есть в любом случае это и удобно, и как бы красиво. Я активно пропагандирую себя в национальной тематике, как вы видите, да, и многие клиенты, видя это, они целенаправленно приходят и хотят заказывать именно то, что видели на мне. И мне очень приятно, что я сама несу это в массы, и масса, смотря на это, они хотят это тоже использовать, это, конечно, на себе. И мне очень приятно, что это стало настолько востребовано, что с каждым годом все больше и больше клиентов обращается ко мне. Платье очень красивое, я уже с нетерпением жду, когда я в нем уже выступлю. Я думала, что оно будет чуть-чуть другое, но оно лучше того, что я представляла. Конечно, бы хотелось стилизованные платья, именно платья, сделать небольшой прокат, потому что не все себе могут позволить, да, данные работы, потому что там ручная работа, ручной труд оплачивается, естественно, недешево. Хотелось бы сделать такой небольшой прокат, чтобы больше людей стало доступно молодежи. Вот мне нравится, что они тоже хотят, но не все могут себе позволить. Из-за этого в планах, конечно, расширение в этом направлении.